20 лет арктическим вузам. В столице республики прошла пресс-конференция по итогам работы институтов Арктики. 7 шагов к успеху. В Мирном для помощи школьников в выборе будущей профессии придумали игру «Квест». А кто лучший рыбак, узнавали в Хангаласском районе. Там в рамках фестиваля «Лена Фест» прошел чемпионат по подледной рыбалке. Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. В России продолжается проверка торговых центров. В этот раз Минстрой поручил региональным инспекциям государственного строительного надзора проверить выполнение владельцами торговых центров норм по проектированию и строительству. Документ предписывает размещать детские игровые комнаты и кинотеатры не выше 2-го этажа и не далее 20 метров от выхода. Однако это требование не всегда соблюдается. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он также выразил надежду на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений. В противном же случае им будут направлены предписания от противопожарных структур. Муниципалитеты в труднодоступных районах могут получить полномочия нотариусов. В Госдуму внесен законопроект, по которому муниципалитеты, цитата, населенных пунктах городского округа с низкой плотностью населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях смогут совершать нотариальные действия при отсутствии нотариуса в пределах транспортной доступности. То есть невозможность прибытия в административный центр и обратно в течение одного рабочего дня. Отметим, что сейчас правом на оказание нотариальных услуг в случае отсутствия нотариуса обладают только органы местного самоуправления в поселениях и муниципальных районах. Университет без точного адреса. 20 лет назад правительства 8 арктических стран приняли решение о координации своих действий в рамках образования и науки. Так появился Университет Арктики. В Северо-Восточном федеральном университете прошла пресс-конференция по итогам работы арктических и северных вузов. Страны подписали меморандум, который предусматривает многостороннее сотрудничество между вузами и новые условия для обмена студентами в странах Арктики. Сам меморандум, он, конечно, это базовый, но он выдвигает две основы. Это, во-первых, мобильность не только между странами, но также мобильность с вузами-партнерами республики внутри России. И второе, это то, что совсем новое. Республика инициировала, мы получили поддержку, это выстраивание программы мобильности для студентов среднего профессионального образования. Модель себя оправдала. Университет Арктики, он нужен. Уже есть первые выпускники, те, кто когда-то учился по этим программам, в том числе из СВФУ, это более 300 студентов за эти годы. Презентацию проектов Лиги лидеров посетил председатель правительства Евгений Чекин. Общественное движение «Лига лидеров» способствует формированию кадрового резерва на новых принципах. Она создана 2 года назад под руководством Павла Мариничева. В состав объединения вошли победители игры «Министр» разных лет, молодежь, которая состоит в кадровых резервах разного уровня и просто неравнодушная к будущему республики. В течение 3 лет сформированы 14 рабочих групп, 10 из которых на постоянной основе уже работают муниципальными образованиями. Мы сегодня предложили проект «Золотые кадры», который подразумевает в себя проведение профориентационной работы, создание специальных классов, что позволит молодым специалистам закрепиться в районе, участвовать в его развитии. Также мы планируем организовать стажировки, наставничество именно из работников промышленных предприятий. 64 миллиона рублей предусмотрено в бюджете Ленского района на покупку квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил глава района. Он также отметил, что закупочная цена за квадратный метр снизилась с 62 до 40 тысяч рублей, а в самом городе продается порядка 500 квартир. Поэтому в ближайшие 2-3 года строить в Ленске новое жилье нет необходимости. А в случае, если заработает второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья, власти Ленска будут переселять людей во вторичное, но качественное жилье. Идею поддержала также и министр архитектуры Вера Кузакова. Детские лагеря отдыха станут более безопасными. Госдума планирует принять в окончательном чтении законопроект, предусматривающий создание в регионах реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Это значит, что каждый родитель, прежде чем купить путевку своему ребенку, сможет изучить реестр и узнать все подробности о предстоящем отдыхе. Соответственно, если лагеря в реестре нет, лучше обойти его стороной. Реестр будет в обязательном порядке размещен на сайте администрации региона для всеобщего пользования.
При этом все обращения родителей, поступавшие в органы власти, и ответы на них также будут размещаться на официальном сайте этого органа в интернете. Выбрать дополнительную профессию ученикам 8 и 9 классов помогли педагоги 8-й школы. На протяжении 3 лет квест-игра «7 шагов к успеху» помогает ребятам определиться с будущими специальностями. Как проходит игра, смотрите в сюжете наших коллег. Ребенок взял банан и... Так, решаем. Все. Говори, дружнее. Сходи за другим бананом, взвеши его и заплати за тот, который ты съел. Эти ребята еще только учатся в 8 классе, но уже знают, как правильно расставить товар на полках магазина и определить стоимость продукта, если нет ценника. И главное, как продавцу вести себя в конфликтной ситуации. Мария Исайко 13 лет, но тонкости коммерции она уже знает. Какие-то передачи где-то, может, с какими-то ситуациями сталкивалась, опыт как жизненный. Одна из самых востребованных профессий сегодня – менеджер по продажам. В этот день каждый из ребят смог применить ее на себе. Кто в магазине помогает решать все ситуации? Администратор. В каждой комнате новое приключение. За один день ребята примерили роль модельера, секретаря-машинистки, автослесаря и других профессий. В этом и заключается суть профориентационной игры квеста «7 шагов к успеху». Каждый этап знакомит школьников с ситуациями, характерными для той или иной специальности. Куда бы ты пошел с девушкой в таком наряде? В ресторан. В ресторан, хорошо. Помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии – главная цель игры. Школьники, сделавшие выбор, могут вернуться сюда и обучиться понравившейся профессии. На базе нашей школы мы обучаем детей как бы всех школ города. И поэтому по своим профессиям, какие у нас есть, 13 профессий, но на квест мы выставляем не все профессии. И ребята приходят, обучаются, принимают участие в этой игре, а потом с сентября месяца мы их ждем на занятиях у себя. В завершении квеста школьников обучили психологической разгрузке, ведь умение расслабиться тоже настоящее искусство в современном мире. Я постаралась обучить детей, будущих выпускников, технике нервно-мышечного расслабления. Здесь ребята выполняют такие легкие упражнения, которые можно делать прямо сидя на экзамене. Да? Очень хорошая техника, помогает подготовиться к экзамену. В центре образования при 8-й школе ребята будут заниматься в свободное от учебы время. Через год или два, в зависимости от специальности, получат квалификацию. Наряду со школьным аттестатом выпускники получают и путевку в профессию. Путевку во взрослую самостоятельную жизнь. Злата Курбанова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». И к спортивным новостям. В столице прошел чемпионат республики по бильярдному спорту «Динамическая пирамида» на кубок Степана Алексеева. Участники распределились по 5 категориям. Это мужчины, женщины, юноши от 13 до 16 лет, ветераны старше 50 и люди с пораженным опорно-двигательным аппаратом. Победителем чемпионата стал Данил Акимов. Занимаюсь бильярдом 5 лет. У меня было 6 соперников. Самые сложные соперники были Сафронов Иларион и Васильев Сергей. Я ожидал то, что я одержу победу. Последняя игра длилась не совсем долго. Сразу выиграл все 4 партии. Вообще я всегда очень сильно рад победе, но просто не слишком эмоциональный я человек. Накануне сборная Якутска по хоккею отстояла звание чемпиона республики. Столичная команда выиграла у мирнинцев золото первой лиги по хоккею среди мужчин со счетом 7-3. Первое место во второй лиге досталось команде хоккеистов Хангаласского района «Сокол». Также определили лучших игроков турнира. Так, лучшим нападающим в команде Якутск признан Ярослав Васильев, а специальный приз «Нож ручной работы», выполненный из элементов шайбы, получил Михаил Тумигин. 4-й год подряд являемся чемпионами Республики Саха-Якутия. Эмоции переполняются, команда на подъеме. Впереди итоговый фестиваль в Сочи среди любительских команд. Среди всех команд, которые здесь выступали, игроки будут играть в сборной республики за команду Якутскэнерго. Будем защищать честь Республики Саха-Якутия уже на уровне России. Это в мае в Сочи.
А вот рыбаки Хангаласского района демонстрировали свое мастерство уже в фестивале подледной рыбалки «Ленафест». Окунулась в атмосферу фестиваля и пообщалась с участниками и организаторами наш корреспондент Виолетта Засимова. Фестиваль подледной рыбалки и активного отдыха «Ленафест» памяти Евгения Гребнева проходил в местности Чайка на участке реки Лена под Покровском. Старт участникам был дан 9 часов утра, соревнования длились до обеда. Очень заметно уровень наших участников, которые хорошо владеют уже навыками бурения, удочками, различными снастями и ловят хорошие экземпляры. Вот сегодня, например, первую рыбу поймали, 15 минут прошло после начала, поймали первую рыба сик была. Далее поймали щуку, причем самый молодой у нас участник, ему было 6 лет, вот он вытащил сига. И далее мальчик вытащил щуку с отцом. В этом году участие приняли 32 команды. Были те, кто участвует в фестивале с самого первого года, не пропуская. А также новички, которым идея фестиваля провести выходной день на свежем воздухе вдвоем с сыном за мужским занятием пришлась по душе. Среди них Дмитрий Петров и его 7-летний сын Рустам из города Якутска. Ну, в основном, конечно, отдых, да, вот с людьми пообщаться, посмотреть. Тут же это, как говорится, олимпийский принцип, да, получается, что главное не результат, главное участие. Вот. Из постоянных участников можно выделить семью Семеновых из города Покровска. Глава семейства Николай является председателем Совета отцов Покровской средней школы номер 2. Именно по инициативе данного совета проводится фестиваль. К участию в соревнованиях Николай Семенов привлекает уже второго по счету сына. До этого он был в команде со своим старшим сыном, но нынче тот уже готовится к поступлению в вуз. Поэтому настала очередь среднего, младший пока просто наблюдает. Это не где-то там вот дома сидишь, там что-то вот показываешь ему, а вот уже на рыбалке, например, на охоте, мальчик сам уже вот приучается сам все это делать, как говорится, вот руками и вот на живом примере отца. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский район. А к этому часу у меня все. Мы следим за развитием событий. Я также напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и до встречи на Якутия 24.